Эфир нашего канала продолжит брифинг о работе штаба акции «Мы вместе». Узнаем, какая помощь оказывается участникам специальной военной операции. Предлагаем послушать. В республике продолжает свою работу республиканский штаб «Мы вместе». Напоминаю о том, что мы работаем по двум основным направлениям. Первое – это помощь семьям военнослужащих специальной военной операции. Здесь семьи могут по номеру 122 кнопка 6 оставить свои заявки, и наши волонтеры помогут в быту по дому, в доставке продуктов и лекарств. Второе направление – это у нас общественное движение «Якутия с тобой», где непосредственно осуществляется помощь участникам специальной военной операции. Наши волонтеры ежедневно с 9 утра до 6 вечера работают по адресу Бестужева-Марлинского, 5, в здании ДСАФа. Ежедневно плетут маскировочные сети, шьют обмундирование и одежду для военнослужащих, а также принимают гуманитарную помощь. Сейчас очень важна поддержка наших бойцов. На этой неделе отправили более 600 килограмм гуманитарной помощи на зону специальной военной операции, а также доставляем индивидуальные посылки. Индивидуальные посылки бойцам принимаются также в нашем штабе с 9 утра до 6 вечера. Далее блок новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. И в начале об основных темах к этому часу. Уникальная практика. Бригада мобильного хирургического центра работала в Жиганском районе. Семинар «Трудовая адаптация». В Ирпинском районе завершается неделя, посвященная правовой помощи детям. В Якутске швеи сообщества «Уран-ИИС» Северо-Восточного федерального университета воссоздали исторические наряды якутских женщин начала 20 века. В настоящее время ведется планомерная работа по открытию автозимников на ледовых переправах по региональным и федеральным дорогам. На федеральных дорогах Вилюй и Колыма действуют 6 ледовых переправ, в том числе 4 через реку Вилюй и Алдан, которые планируют открыть 1 декабря. Переправа Нижний Бестях-Якутск будет открыта с 5 января и рассчитана на грузовики до 10 тонн. На региональных дорогах протяженностью 10 883 километра открыто 268 километров автозимника. В ближайшее время ожидается открытие автозимников на Индигире, Яне, Моме, Верхояне и на трассе Арктика, по которой уже разрешен проезд для машин до 3 тонн. Что касается ледовой переправы Хатасы-Павловск, на сегодняшний день со стороны заказчика ГКУ управления автомобильных дорог ведется ежедневный контроль работ за подрядными организациями. Со стороны Хатасов у нас ООО «Мигдорстрой» проведена работа по расчистке торосов. На 2 полосы уже завершены работы, идут работы по выравниванию льда. И в конце ноября мы намечаем открыть уже ледовую переправу Хатасу до 3 тонн. С января этого года стартовал проект «Мобильный хирургический центр», инициированный главой республики Айсеном Николаевым. Он основан на базе республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Целью проекта является повышение доступности медицинской помощи для жителей региона и качества ее оказания. С 11 по 21 ноября бригада мобильного хирургического центра работала в Жиганском районе. В состав бригады вошли нейрохирург, хирург, ангиохирург, анестезиолог, операционные медсестры. С первого дня работы были проведены амбулаторные осмотры пациентов и подготовки к операциям. Врачи провели обследование 49 пациентов и прооперировали 17 человек. Прооперировали порядка 17 пациентов. Из них проведено 7 холецистектомий мини-доступами, 4 варикосэктомии пациентам с варикозным заболеванием вен нижних конечностей. Также проведено 5 операций по поводу грыж передней брюшной стенки на базе Жиганской ЦУП. И попутно мы вправили 1 вывих плечевой кости, плечевого сустава пациенту и провели удаление металлоконструкции ребенка 8 лет. Первая круглая дата у Алекминского филиала Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. 10 лет. Юбилей отметили на работе, а в качестве подарка семинар, где коллеги по центру поделились опытом по работе с семьями и участниками СВО. На нем побывала и Елена Фаст.
Еще недавно школьные психологи. Сегодня настоящий отряд, готовый к любым поворотам и командировкам. Конечно же, и в школе ответственность большая, но в новой работе направление намного шире. Дата такая 10 лет всего лишь, да, но пройдено очень много, да. Ага. Нас начали понимать, что мы психологи. Есть такие, которым оказываем поддержку, помощь, да. Не психиатр, уже нас не путают люди. Ага. И знают, что психологический центр, Алекуминский филиал, да, это девушки, но психологи. Так. 10 лет на самом деле много. Особенно учитывая, что учиться приходится порой на ходу. Начали мы свою работу уже на вторые сутки. Ага. Хотя мы тогда ничего же не знали, с чего начать, как делать, как, что, да, кому, как. Ага. Но то, что мы психологи, ну, как бы подготовленные специалисты, да, квалифицированные, и начали работать просто оказание поддержки, быть рядом, да, что они не одни, что мы тоже здесь рядом. Ага. Потом переквалифицировались. Нас головной центр отправил учиться в Москву на клинического психолога. Коллективу новая работа по душе. Здесь по-другому нельзя, ведь такие молодые девчушки ходят по краюшку боли, еще вчера чужой. Здесь работа она более такая широкая, потому что охватываем все население Алекуминского района, начиная от маленьких детей, да, дошкольникам проводим там подготовку к школе, да, готовность определяем, и заканчивая уже пенсионерами. Работаем в реабилитационном центре для инвалидов, да, с бабушками, с дедушками. И вот это и подкупает в моей работе, то, что можно общаться со всеми. И такой большой широкий контингент. И когда ты сам общаешься с клиентом, ты многое узнаешь про себя даже. За недолгий срок они успели побывать во всех горячих точках района. Подтопленные села, семьи участников СВО. Всюду, где нужна помощь. С юбилеем приехали поздравить центр коллеги. Сразу же провели семинар, где основная тема очень актуальна. Это помощь и оказание военнослужащим и женам и матерям. Много вопросов задавали, все активные очень. Всегда рада, когда проходят такие семинары. Они действительно чему-то учат или это больше все-таки про форму? Нет, они действительно чему-то учат, потому что, допустим, в некоторых случаях мы тоже не знаем, как работать с определенной категорией населения. И на опыте своих коллег мы можем этому научиться. Не сгореть самим, пройти по струнам души человеческой, не нанеся беды. Врачеватели душ. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекуминск. В Нюрбинском районе завершается неделя, посвященная правовой помощи детям, приуроченная ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Филиал Центра занятости населения Нюрбинского района организовал и провел 10-й районный семинар для старшеклассников «Трудовая адаптация» в рамках реализации мероприятий Всероссийского дня правовой помощи детям. Этот совместный проект Центра занятости населения и психолога высшей категории, отличника образования республики Ирины Пахомовой. Целью данного мероприятия является правовое консультирование школьников по вопросам прав детей, повышение правовой грамотности, юридических аспектов по временному трудоустройству. Особое внимание обращаем на детей, которые состоят на разных учетах. И каждый год район через свою муниципальную программу финансово поддерживает вот этот проект. И каждый год предусматривает финансирование для того, чтобы вот несовершеннолетние в летнее время смогли работать на разных общественных работах и в разных трудовых коллективах. В Верхневилюйске провели улусный конкурс «Читающая семья». Организаторы, детская библиотека и объединение школьных библиотек. Изначально прошел отбор, и победители сегодня собрались в школе имени Исидора Барахова. Состав семей разнообразный. Кто-то с родителями, кто-то с бабушкой. Соревновались в 6 этапах. Это викторины, переводы стихотворений, разгадывание анаграмм, буктрейлер и так далее. Все показали, насколько начитаны и сильны в знании писателей и их произведений. Сейчас идет настоящая битва между носителями информации, это смартфонами, планшетами и библиотеками. Но я считаю, например, что смартфоны – это что такое? Это
посмотрел, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А то, что написано пером, не вырубишь топором. Мне, как жюри, было очень нелегко выбрать между лучшими, потому что каждая семья здесь была по-своему уникальна и оригинальна, и, можно сказать, даже лучшая. Якутский фильм «Харчи. Возмездие» стал победителем 23-го всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ «Регион-2024», завоевав награду в номинации «Фильмы и сериалы». Сама картина была создана национальной вещательной компанией «Саха», для которой это был уже второй опыт создания полнометражного фильма. Над картиной работали режиссер Елена Эверстова, продюсер Марфа Пермякова, сценарист Евгения Давыдова, а также съемочная группа и профессиональный актерский состав. При создании сериала и, в частности, фильма «Харчи» сценарист тесно работала с сотрудниками полиции и даже брала интервью у мошенникам, чтобы лучше понять психологию их поступков. У нас кинопроизводство в республике в целом очень развито. Сейчас все говорят о феномене якутского фильма, да, якутского кино, но также мы хотели объявить то, что у нас еще снимаются якутские сериалы помимо фильмов. И мы ничем не отстаем от наших коллег, от других региональных телеканалов. Да? Мы знаем, что есть такие опыты тоже, где снимаются сериалы и фильмы, но среди них мы в этом году оказались лучшими. И это самый лучший подарок, кстати, нашей службе, которая исполняется в этом творческом сезоне 5 лет, наш маленький юбилей. Тем временем в Амге прошел уникальный конкурс бальных танцев «Танцующая слобода», посвященный 85-летнему юбилею почетного гражданина Амгинского наследия, ветерана труда и сцены Анны Васильевой. Анна Андреевна является активной участницей художественной самодеятельности села. В мероприятии, посвященном ее 85-летию, приняли участие 34 пары из 10 сел района. В этот день всем участникам конкурса удалось показать свое мастерство и любовь к танцу. Конкурс был ярким и запоминающимся событием, которое дало возможность открыть новые таланты. Цель в чем была? Пропагандировать это исполнение бальных танцев. Потому что в других районах очень много исполняют. Да? Если мы ездим, например, на республиканские конкурсы, а с нашего улуса их мало. И чтобы новое поколение, молодые исполняли. И сегодня радует то, что пришли более 34 пар, и молодое поколение появилось. В Якутске швеи сообщества УРАН-И Северо-Восточного федерального университета воссоздали исторические наряды якутских женщин начала 20 века, вдохновившись старинной фотографией. Используя традиционные техники меха соболя и песца, они сшили платья холодай с жилетами, запечатленными на снимке. Восстановленные наряды были представлены на дефиле, организованном Якутским государственным музеем истории и культуры народов Севера. К этому часу это все новости. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.